Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Почти 90 лесных пожаров тушат в регионе. Глава Якутии посетил горный район, где сложная обстановка. В одном из сел Алекминского района завершается строительство многофункционального центра. До церемонии открытия игр Манчары остается меньше 2 часов. В первый день соревнований на огневую линию вышли лучники. Глава Якутии работает сегодня в горном районе. В первой половине дня Исен Николаев побывал в селе Кюрелях, где бушует крупный лесной пожар. Глава встретился с населением села, пожарными добровольцами, затем провел совещание по вопросам тушения пожаров. Как отметил Исен Николаев, сейчас лесопожарная обстановка самая сложная как раз в горном районе. Там зафиксирован 21 пожар. Сухая и жаркая погода приводит к росту числа возгораний. Наша главная задача сегодня отстоять наши населенные пункты. Несколько дней здесь в Кюрелях была такая не очень простая ситуация, когда пожар приближался, чуть более километра оставалось до села, но общими усилиями и служб федерального резерва, республиканских служб сил быстрого реагирования и местного населения пожар был остановлен. Ситуация все равно остается очень напряженной. Здесь у нас группировка свыше 400 человек работает, свыше 60 единиц техники. А всего в регионе тушат 89 лесных пожаров, вблизи населенных пунктов 14 возгораний. Об этом сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников. На пожарах в республике заняты более 2600 человек и 300 единиц техники, в том числе порядка 700 специалистов из 12 субъектов страны. Также эффективен самолет Ан-26 «Циклон» с подвесным оборудованием для искусственного вызова осадков. Накануне воздушное судно вызвало дождь над центральными районами, в частности над Татинским, Горным, Усть-Алданским, Тампонским и Усть-Майским. Сейчас к эпидобстановке еще 92 человека заразились коронавирусом в республике за минувшие сутки, сообщает Оперштаб. Из них в Якутске 49. 7 заболевших в Нерюнгринском районе, 6 в Мирнинском. По 4 случая в Жиганском и Хангаласском, по 3 в Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Миконском. Еще в 8 районах 1-2 заражений. Подчеркивается, что новые случаи связаны с возвращением якутян из отпусков. Те лица, которые приезжают из других субъектов и имеют признаки ОРВИ, должны сообщить об этом в медучреждение и уйти на самоизоляцию. А уже для перенесших ковид началась углубленная диспансеризация. На бесплатное обследование приглашают граждан через 2 месяца после выздоровления. В первую очередь обследуют перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме. В медцентре Якутска углубленное обследование должны пройти 8500 пациентов. Диспансеризация состоит из 2 этапов. Сначала для выявления патологии органов дыхания предлагается тест с 6-минутной ходьбой, потом сдается биохимический анализ крови и делается рентген легких. Второй этап диспансеризации включает тщательное обследование сердца, сосудов и органов дыхания. Мероприятия первого этапа, такие как измерение сатурации, измерение давления, забор анализов, в том числе общий анализ, биохимия, выдаем талоны на спирометрию и проводим тест 6-минутной ходьбы. После всего этого оформляем документацию, меддокументацию, и человек уже, пациент, идет к терапевту. И терапевт, уже посмотрев все его результаты, резюмирует и дальше направляет его на второй этап, если есть показания. Ковидная инфекция, она протекает с пневмониями. У большинства пациентов результаты КТ, рентген-обследования, какие-то анализы уже могут быть с собой. Мы их приложим, смотря по срокам, прилаживаем к карте медицинской документации. В селе Первый Нерюктяинск Алекминского района завершается строительство многофункционального центра. Елена Фаст подробнее. К концу лета ведут в строй многофункциональный центр в селе Первый Нерюктяинск, долгожданный и очень востребованный жителями. Здесь разместится и спортивная площадка, и сцена, библиотека, кабинеты специалистов. Этот клуб народ наш Первый Нерюктяинский очень ждет. Вот такой хороший спортзал будет. А я по практике знаю, что вот спортзал очень нужен народу, старшему поколению, женщинам, которые будут, они уже мечтают, говорят, мы будем здесь ходить, вокруг, как это вот эти, скандинавки.
Работы почти завершены, тепло подвели давно. Минувшей зимой работники клуба уже оценили новые условия. Вот она по новой технологии сделана, поэтому тепло вообще очень комфортно было. Самые морозы, вот нынче это мороз страшный же был. В то время у нас вообще здесь можно было на майках и шортах ходить. Вот такой. А еще здесь будут очень удобные места для зрителей. С гордостью делится директор клуба. Это и простор, и комфорт. Здание благоустроенное, доселе невиданная роскошь для клуба. С очень поэтичным названием «Dabyan» – «Ветерок». У нас свой местный поэт Вениамин Миронов писал в своих стихах про ветер. На сосновом бору этот ветер никаких таких больших не делает. Он добрый, легкий ветерок над соснами. Вот это называется по-якутски «Dabyan». В честь мы этого поэта, мы этот стих взяли и свое название «Dabyan». Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Выпускникам медицинского института сегодня вручили дипломы. В праздничной обстановке чествовали студентов, окончивших учебу с отличием. В этом году мединститут выпустил 168 ординаторов и 215 специалистов, бакалавров и магистрантов. Из них 22 с красным дипломом. С марта прошлого года более 1200 студентов и ординаторов участвовали в борьбе против коронавирусной инфекции. В красной зоне из них работали 328. Коллектив медицинского института гордится своими выпускниками, которые выпускаются как врачи, участковые врачи, педиатры, стоматологи, провизоры. И также мы особо гордимся своими ординаторами по 40, которые выпускаем по 40 специальностям, которые будут вносить свой вклад в развитие здравоохранения. Аномальная жара в Якутии держится больше месяца. Полюс холода не устоял. В Аймеконе столбик термометра поднялся выше отметки плюс 31 и превысил рекорд. Насколько жители Алмазного региона готовы к жаре, как они с ней справляются и что рекомендуют медики, расскажут наши коллеги. Шляпа, солнцезащитные очки и легкая одежда помогают мне легче переносить жару. А как справляются с высокими температурами жители Алмазного региона? Вообще нормально. Иногда ходим в бассейн с братом у нас дома, либо ездим на речку с родителями. Дома сидим. Вот утром в 6 часов гуляем, но сегодня проспали, вышли позже. Тяжело, плохо переношу. Приходится либо дома сидеть, либо в каких-то помещениях. Это лето выдалось аномально жарким. Температура в Якутии выше среднемесячной на 6-8 градусов, а местами и на 10. Медики советуют северянам пить больше воды. В часы наибольшей активности солнца с 10 до 16 использовать солнцезащитный крем, надевать легкую одежду и находиться в тени. Если на жаре стало плохо, это может быть тепловой удар. Человек может чувствовать головокружение, головную боль. В основном это бывает в височной области, тошнота, учащенное сердцебиение. Может быть такое синкопальное состояние, как предобморочное. И если вашему близкому человеку стало плохо на улице, но перенести обязательно в прохладное место нужно, снять одежду, на голову положить смоченной водой материал какой-нибудь, да, полотенце тоже смоченной водой, холодной желательно, на затылок, в лобную часть. Вызвать, конечно, скорую помощь. О том, что в городе жара, понятно и по прилавкам магазинов. Там, где раньше были напольные и настольные вентиляторы, сплит-системы и кондиционеры, сейчас практически пусто. На данный момент большим спросом пользуются вентиляторы, так как их легче купить, достать, перенести куда-то. То есть они мобильные. От 1500 это идут вентиляторы и могут до 5 доходить тысяч. Хотя вентиляторы наиболее доступны по цене, но лучше всего охлаждают помещение кондиционер. Стоимость устройства 13 тысяч и выше, но для многих это слишком дорого. Поэтому в интернете предлагают самостоятельно изготовить охлаждающее устройство. Для этого нам нужно 3 вещи. Это в первую очередь вентилятор, либо очиститель воздуха. Второе, это у нас бутылка должна быть с охлажденной водой, холодной, желательно ледяной. И третье, это у нас должна быть тарелка, после конденсации, то есть вода сюда будет стекать. Тем самым с помощью этого способа биокондиционера
мы решим две проблемы. Это, в первую очередь, снизим температуру в комнате на 2-3 градуса как минимум. Климатологи говорят, всему виной глобальное потепление. В России теплеет в 2 раза быстрее, чем по всей планете в целом. Синоптики предупреждают россиян. Жара стоит по всей стране и уходить не собирается. Жители Алмазного региона ждут новые температурные рекорды. И если зима удивила трескучими и сильными морозами, то нынешнее лето аномальной жарой и зноем. Мария Флоренца, Юлия Золотарева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В первый соревновательный день сегодня на огневую линию вышли лучники. В стрельбе из традиционного лука выступают 136 спортсменов из 32 команд. В первой половине дня стреляли мужчины с расстояния 40 метров, после обеда женщины с 30 метров. По правилам, лучники должны поразить по 2 фигуры. На специальную платформу выставили зайца и утку. При поражении зайца дается 1 очко, утка оценивается в 2 очка. Завтра якутские стрелки будут целиться в самую маленькую мишень – белку, которая дает сразу 3 очка. Очень сильные команды. И, конечно, на все надо надеяться, на себя, на тот опыт, который мы столько лет проработали. Где-то Момский район, 12 лет стреляем по стрельбе из лука. Всегда призовые места занимали на тех манчарах, чемпионами были. И надеемся, что сейчас среди северных улусов в 4-й группе тоже неплохо должны выступить. Есть предварительные итоги стрельбы по 2 видам. Среди ветеранов лидирует Эльвира Ефимова из Чурапчинского улуса, набрав 27 очков. Среди женщин лидер Дарья Фомина, тоже из Чурапчи. Она набрала 29 баллов. Среди девушек лучшие показатели у Аины Егоровой из Якутска. У нее 20 очков. Прямую трансляцию церемонии открытия игр покажут телеканалы НВК «Саха», Якутия-24 и «Мамонт» сегодня в 21:00. Накануне в селе Бердигистях прошла генеральная репетиция. Сценарий церемонии открытия и закрытия придумали на основе произведений уроженцев Горного района, народных писателей Сафрона и Семена Даниловых. В масштабном театрализованном представлении участие примут Саха академический театр, Национальный театр танца, Государственный цирк, театр Улон-Хо, Государственная филармония, творческие коллективы СВФУ и народный ансамбль танца «Кыталык» из Мегино-Кангаласского района. Да, вот игры Манчары, они определяют победителя. И надо это приложение скачать. На этом у меня все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.